Ladies and gentlemen, let's welcome the teams of Tajikistan and Iran. はい、タクさんは、オートムザのトルコムザで座られます。タジキスタンに向かうインディアンが、Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Tajikistan. In the national anthem of the Islamic Republic of Iran. Здравствуйте, дорогие уважаемые любители футзала. Кыргызспорт ТВ представляет матч чемпионата стран Центральной Азии по футзалу, в котором встречаются команды сборной Таджикистана и сборной Ирана. Команды представлены игроками до
19 лет. Составы команд. Сборная Таджикистана играет сегодня слева от нас. По крайней мере, там они расположились в начале матча. Цвета формы белые и их состав на игру. Номер 1 Мураджон Муродов, голкипер команды. Номер 6 Джавиджон Хусвахатов. Номер 8 Некрус Салимзода. Номер 11 Садир Сраил Саидов. Номер 14 Умет Назри Зода. Это стартовая пятерка. На скамейке запасных номер 2 Самариддин Шамсов. Номер 3 Мухаммадикбол Абдуллоев. Номер 4 Сабзали Хамроев. Номер 5 Мусаяб Хакназар. Номер 7 Хайдар Сатторов. Номер 9 Мухаммад Зода. Номер 10 Бекмурод Хаитов. Номер 12 Мухаммад Ахмадов. Номер 13 Сухроб Сафаров. Главный тренер команды Авшари Мустафа. Сборная Ирана. Их состав на игру справа от нас находится. Играет сегодня в красном. Номер 1 голкипер команды Амир Хасейн Сабухи. Номер 6 Арта Резаей. Номер 7 Али Жозари. Номер 9 Мухаммад Хусейн Базяр. Номер 10 Эрфан Мухаммад Паур. Это стартовая пятерка. На скамейке запасных номер 2 Милад Раджаб Задех Гали. Номер 3 Амир Муради Галин Гаех. Номер 4 Соран Балканех. Номер 5 Амир Хусейн Такхаби, капитан команды. Номер 8 Милад Барахкуи. Номер 11 Амир Хусейн Денгани. Номер 12 Али Абд Мабуди. Номер 13 Амир Хамзех Седир Задех. Номер 14 Мехраб Паур Джафар. Главный тренер команды Али Саней Арани. Сегодняшний матч обслуживает бригада судей в составе главного судьи Адама Рихсибоева из Узбекистана. Второго рефери Хусунбек Атамуратов из Узбекистана. Третьего рефери Нурсултана Саламат Улу из Кыргызстана. Судьи хронометриста Эльдияра Кельдибекова из Кыргызстана. Комиссар матча Канат Асенов, Кыргызстан. И с вами сегодня буду я, комментатор Азамат Асылбашев. Ну что ж, дорогие друзья, это второй игровой день нашего турнира. Вчера сборная Ирана достаточно легко, без проблем победила команду команду Афганистана со счетом 10-3. Ну а сборная Таджикистана, сегодняшний соперник иранцев, вчера проиграла сборной Узбекистана со счетом 1-3. Наша команда вступает в турнир, вступает в дело сегодня в 7 часов, дорогие друзья. Всех вас ждем на канале с нетерпением, где встретится сборная Кыргызской республики. 0-0. Вторая минута матча. И мячом владеет сборная Ирана. Конечно, фаворитами данного турнира являются сборная Ирана в мировом рейтинге, которая занимает в большом футзале среди взрослых команд национальной сборной Ирана. Эта команда занимает 6-е место в февральском рейтинге текущего года. Эта команда один из лидеров мирового футзала. И ребята, которые сегодня приехали, представляют именно страну лидера. Сборная Узбекистана также является одной из сильнейших команд в мире, ну и тем более в Азии. Но остальным командам, конечно, есть на что равняться, есть на кого равняться.
Большую часть времени, неудивительно, прошло всего ведь 2 с небольшим минуты, сборная Ирана владеет мячом, ну а сборная Таджикистана пытается противопоставить в первую очередь, наверное, игру в обороне. Будет команда выбегать. Вчера с большим удовольствием смотрел я за ходом матча Таджикистан-Узбекистан. Видел, что сборная этой страны умеет играть, умеет атаковать, умеет выбегать в контратаке. Ну, вот сегодня в матче против сборной Ирана мы и посмотрим, насколько Таджикистан готов противостоять одному из лидеров мирового футзала. Да, не дал сопернику 9-й номер Мухаммед Хусейн Базьяр дотронуться до мяча. Мяч ушел, и сборная Ирана разыгрывает. Прекрасный выход и удар поворотом все того же 9-го номера Базара. Вот вчера был забит гол примерно со схожей позиции, который был признан лучшим голом тура, лучшим голом первого игрового дня турнира. Вот как раз справа вверх над голкипером мяч пролетел, над голкипером сборной Афганистана. И этот гол был признан лучшим во вчерашних матчах. 0-0. И сборная Ирана потихоньку плетет кружева своей атаки, пытается раскачать соперников и найти брешь в обороне. И вот сейчас вывели партнеры Арта Резаи на ударную позицию, который, к сожалению, промахнулся. Вратарь команды Таджикистана Мураджон Муродов вводит мяч в игру. Ну и смотрите, Иран сразу же прессингует соперника достаточно высоко, не давая возможности тому развернуться, посмотреть, кто из партнеров где находится, куда можно сделать передачу. Удар сходу. Но такие комбинации очень часто встречаются на разных уровнях. И, скажем, одна из самых типичных, наверное, комбинаций розыгрыша углового. Неточны игроки сборной Таджикистана. Конечно, сказывается и волнение перед матчем. Да, очень тяжело. Таджикистан выходит из обороны, но вот сейчас это удается сделать. Передача налево. И по диагонали там хорошо набегал 11 номер Саид Исраил Саидов на дальнюю штангу. Но жаль, что мяч до него не дошел. И вот посмотрим, как сборная Таджикистана проведет свою атаку в розыгрыше со стандартом. И Иран в ответной атаке. Можно бить. Нет, передача налево. Да. Далековато совсем немножко. На несколько сантиметров буквально. Далековато от партнера сделал передачу иранский игрок. Голкипер достаточно рискованно поднимает мяч. И сразу же встает вопрос. Да, наверняка, дорогие наши зрители, не так часто встречаются команды сборные Ю-19. Посмотрите, схожие ведь атаки, да. Иранцы раз за разом оказываются справа, откуда наносится удар под перекладину. Ну, видимо, это очень такая наработанная тактика ведения атаки. Да, сразу встает вопрос, насколько игроки все-таки свои люди в футзале. Не секрет, что есть определенные проблемы в странах Центральной Азии, когда проводятся чемпионаты, может быть, с малым количеством клубов, да, свои внутренние чемпионаты. Ну, а турниры международные вообще редки. Ну, и в этом возрасте, для такого возраста футболистов, насколько я знаю, и внутренних чемпионатов, отдельных, да, всего, наверное, 2, насколько было понятно
на пресс-конференции, на предтурнирной пресс-конференции тренеры команд Узбекистана и Ирана. Только они сказали о том, что есть отдельные чемпионаты для разных возрастов. То есть в Иране, насколько я помню, до 15, до 17 и до 20 лет есть свои чемпионаты, не считая взрослого, да, чемпионата. И в Узбекистане тоже делятся чемпионаты по возрастам. Значит, практика большая у этих футболистов, у этих команд, которые к нам приехали. Ну а наша команда, сборная Кыргызстана, играет практически всем составом в одном клубе, который с этого года заявился в Суперлигу. Опыта не так много, но все-таки небольшая сыгранность у команды есть. И мы, наверное, сегодня вечером с удовольствием посмотрим за тем, как она выступит на международном уровне. Сборная Таджикистана и сборная Афганистана, чуть в большей степени, конечно, сборная Афганистана имеет совсем небольшую практику для своих футболистов этого возраста. Но достаточно неплохо вот сборная Таджикистана сейчас действовала. Где-то, может быть, сумбурно, хаотично, но все же сумели за счет большого желания, наверное, в первую очередь, прижать хоть и на несколько секунд сборную Ирана к своим воротам. Но вновь Иран берет мяч в свои ноги и начинает свою атаку. Да, и вратарь здесь отбивает мяч, потому как прижались таджикистанские футболисты немножко к своим воротам, хотя Иран не так атаковал остро. Да, не было игроков прямо непосредственно вблизи ворот, но тем не менее прижались к своим воротам таджикистанские футболисты и дали возможность с дальней дистанции бить сопернику. Угловой. Да, попадает в ногу таджикистанскому футболисту мяч. 14 номер Умет Назри Зода. Требуется ему помощь. Видимо, в неудобном положении была нога, когда мяч попал в нее. Но надеемся, конечно, что все будет в порядке с этим игроком. Судья просит оказать помощь за пределами площадки. И матч может быть продолжен. 14 минут остается до перерыва. Счет пока не открыт 0-0. И Таджикистан в атаке наступает на мяч. Немножко 11 номер стоит Исраил. И удар поворотом. Смотрите, все равно заставляют поработать и голкипера сборной Ирана. Но я напоминаю нашим зрителям о том, что матч этот проходит в физкультурном комплексе «Газпром-Арена», город Бишкек, Кыргызстан. И в данном турнире принимают участие сборные Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана. Вот хорошая передача, надо открывать счет. Да, 1-0. Иран выигрывает. И уже знаменитый танец 13-го номера сборной Ирана Амир Хамзеха Седих Задех. Именно он становится автором первого мяча. Вчера точно такой же танец он исполнял. И вновь в атаке Иран. И в самый последний момент удается выбить 8-му номеру Некрузу Солимзаде мяч из-под ног иранского игрока. Угловой. Удар сходу. В своего попадает мяч. Вновь потеря. И Иран. Что, опять с ногой? Попадает, видимо, по ноге соперник. Находится на паркете сейчас 8-й номер сборной Ирана Милад
Барух Куей. Да, и вот только сейчас судья разрешает выйти на поле врачу. Да, пока оказывается помощь игроку сборной Ирана. Я смотрю вот на площадке, очень активно разминается, скажем так, вратарь сборной Ирана. Сегодня не так много у него работы, но он должен быть в тонусе. Поэтому он сейчас активно выполняет какие-то упражнения. Что он там делает, танцует или что он там делает, непонятно. Но ясно, что он хочет быть в тонусе. Ну что ж, покидает тяжело, прихрамывая, игрок сборной Ирана. Матч продолжается. Нет нарушения, можно играть. Хороший пас налево, чуть-чуть далековато, да, не успел 8-й номер Никрус Салимзада к мячу. А на паркете вот появился 10-й номер сборной Таджикистана Бекмурод Хаитов. Вчера очень понравился он зрителям, болельщикам, которые наблюдали за ходом матча. Очень такой цепкий передний игрок сборной Таджикистана. Немало он перехватывал мячи и шел в атаку тут же. Неплохой пас также у этого футболиста. Были отличные комбинации с его участием. Ну, это удар для красивого прыжка вратаря, конечно. Мяч уходил в сторону от ворот, но голкипер на всякий случай решил все-таки его отбить. Удар. Нарушение? Нет. Можно играть. Можно играть, показывает судья. Сборная Таджикистана пока сделала смену игроков на площадке. Не успели они расставиться по позициям. И мяч ушел за пределы поля. Опасно, рискованный такой пас назад был сейчас. Чуть-чуть не перехватили игроки в белом этот мяч. Но пока все в порядке. Иран начинает свою атаку. Хороший дриблинг демонстрирует 7-й номер Али Жозари. Но, однако, этого мало для того, чтобы дойти до ворот соперника. Приближается время первого тайма к середине. 11:29 остается до перерыва. Голкиперу тоже важно почувствовать мяч. Да, давно напрашивалась передача. Обратная, удар. Вратарь отбивает в противоход. Ему бил сейчас 7-й номер Али Жозари. Но голкипер изловчился, сумел отбить этот удар. Можно бить! Голкипер на высоте. Муроджон Муродов. Аут слева. Удар, и голкипер вновь принимает на себя. Посмотрели троечка и девятка сборной Ирана друг на друга. Дескать, что ж ты мне пас не сделал, говорит 3-й номер своему партнеру. Сходу пробить хорошо не получается. Но продолжается владение мячом у сборной Ирана.
Вратарь. Ну вот стали проходить вот эти удары дальние у сборной Ирана. Если до этих минут последних, наверное, 1-2 минуты до этого времени не проходили дальние удары. Все время мяч, удары приходились либо в своих, либо в чужих. То сейчас вот пару ударов вратарь уже отбивал с трудом. Мяч не покидает, можно играть. Артар Резаи, Мухаммед Хусейн Базяр. Но да, достаточно хорошо и удобно располагаются соперники. Да, для сборной Ирана проблем в розыгрыше мяча сейчас особо и нету. Но вполне возможно, что таджикистанские футболисты немного сейчас подустали. И требуется, может быть, какой-нибудь перерыв, тайм-аут. Для того, чтобы немножко сбросить напряжение игровое. Вновь удар. В этот раз в игрока. Удар. Ну вот, в пустые ворота. Дважды били. И трижды. Опять не попадает. Что ж такое? Что ж такое? Но сборная Ирана не попадает трижды практически в одной атаке. Причем дважды били в пустые уже ворота. Улыбается там третий номер. Амир Муради Галин Гаех. А там было нарушение? Нет. Нет, нет, судья молчит. И только сейчас он просит не вводить мяч в игру, так как требуется помощь игроку. Ну а атака предыдущая была достаточно интересна. Наверное, посмотрим ее вместе с вами. Сейчас возмущается игрок таджикистанской сборной. Как же так? Говорит, били меня по ногам. Вот посмотрим сейчас, как развивались события. Но там судья находился рядом. Судья принимает решение. Нам сложно здесь спорить. Ну что ж, все в порядке с 8-м номером сборной Таджикистана. И игра может быть продолжена. Нет, все-таки он покидает поле. Вместо него выходит вновь Бекмурод Хаитов. А игра продолжается. Прерывают атаку сборной Ирана игроки таджикской сборной. И надо самим попытаться пойти в атаку. Нет, потеря. Удар. Выше ворот. Быстрая атака сборной Ирана. И также быстро меняются некоторые игроки на поле. Девять с небольшим минут остается до перерыва. Счет 1-0 перед сборной Ирана. Но сейчас не дали, конечно. И желтая карточка, да, 14 номер сборной Ирана. Мехраб Паур Джафар получает желтую карточку за то, что придержал соперника и не дал тому выйти 1 на 1 к воротам. По свистку, говорит судья, 6-й номер Джавидон Швахтов разбегаться будет сейчас. По крайней мере, отошел от мяча он на приличное расстояние. Рядом стоят два игрока. Ох, штанга. Неплохой такой розыгрыш. Вчера мы видели, что однажды он не получился.
сегодня прошел против сборной Ирана. Хороший пас! Ну, самый реальный шанс забить не использует игрок Таджикистана. Да, там игра рукой была. Попал в руку мяч. Что у нас по фолам? По фолам 2-1. У сборной Ирана 2 фола. У таджикской сборной 1 фол. Неплохо! +1 в атаке теперь. Нет, в игрока решил пробить. Ну что ж, заслуживает свою порцию аплодисментов от партнеров. 6-й номер команды сборной Таджикистана Джавидон Хусхафтов. Боже мой, извините, Хушвахтов, да, Хушвахтов. Так, с чем связана эта заминка? Да, требуется привести паркет в соответствие. Где-то там, видимо, игрок упал, да. Да, просят там судьи протереть паркет. Ну, а мы тем временем смотрим, что же сборная Таджикистана не собирается брать пока тайм-аут. Не вижу я, по крайней мере, такого намерения у тренерского штаба. Ну, а сборная Ирана вновь в атаке. Хороший диагональ. Ну, убить надо. Нет, там не успевал уже партнер иранской команды. Тайм-аут. Да, все-таки тайм-аут берет таджикистанская команда. Есть о чем поговорить. Да, есть возможность хорошая для того, чтобы немножко передохнуть ребятам. Сделать какие-то первые выводы небольшие. Для больших есть перерыв между таймами. Что идет не так, где немножко можно подкорректироваться в игре в атаке, в игре в обороне. Ну и иранская сборная тоже использует этот перерыв для того, чтобы не снижать к себе требований. Да, вот, мне кажется, больше об этом говорит сейчас тренер сборной Ирана. 1-0 все же это не тот счет, на который команда и тренеры рассчитывают. Надо сыграть более агрессивно и более результативно. Ну а команде Таджикистана нужно найти свою игру. Временами получается очень даже неплохо. Проходят атаки, проходят удары по воротам соперника. Надо только забить. Да, Иран опять сразу же прессингует. И Таджикистану очень тяжело разыгрывать мяч от своих ворот. И напротив, сборная Таджикистана в отборе активно не прессингует. И только вот начиная с центральной линии вступает в борьбу. Ну а сборная Ирана вот перемещается настолько часто, что порой не успевают соперники за ними. И буквально через 4-5 передач уже кто-то из сборной Ирана оказывается один практически перед воротами. Голкипер среагировал.
Муроджон Муродов, капитан команды сборной Таджикистана, вводит мяч в игру. Да, очень тяжело белым пройти центр поля для того, чтобы попробовать нанести удар по воротам соперника. Потеря! Удар! Голкипер отбивает. Да, Муродов сегодня прекрасно играет. По крайней мере, в первом тайме, до конца которого остается все меньше и меньше времени. Меньше 7 минут на табло остается до перерыва. Удар! Али Джазари разводит угловой. Удар сходу! Падает игрок иранской сборной, но нет свистка. Игра может быть продолжена. И смотрим за перемещениями игроков иранской сборной. По позиции очень грамотно сыграли белые. Никрус Салимзада бил сейчас поворотом. Далековато было, но все же. Не будет ударов или будет их слишком мало. Меньше, конечно, вероятности забить. Хотя порой бывает и так, что за весь матч можно нанести 1-2 удара и оба этих удара реализовать. Да, и тогда очень сложно сопернику, который имеет массу моментов и забивает отнюдь не все. Да, в современном футболе, в футзале очень важна реализация, важна эффективность действий. Что толку бегать по полю, да, хорошо часто перемещаться, если ты не бьешь поворотом, если ты не создаешь голевые моменты и не забиваешь. Нарушение. Да, судья посмотрел, как будут развиваться события. Потерял мяч игрок таджикистанской сборной и лишь после этого остановил игру. 8-й номер Никрус Салимзада, один из самых активных игроков сборной Таджикистана в этом матче, был с мячом. И сейчас будет стандарт по свистку, показывает судья. Ну а сейчас сборная Таджикистана покажет, наверное, какую-то другую заготовку. Удар! Вратарь на месте. На месте вратарь сборной Ирана. Хорошо передают мяч друг другу игроки иранской сборной. И открывается хорошо между линиями, между позициями соперников. Перехват хороший и пас отличный, надо решать. Удар! В самый последний момент наносил 10-й номер Бекмурод Хаитов. Имел прекрасную возможность, чтобы забить. Да, но все же вратарь там молодец, он отыграл на 100, да, и отбил мяч на угловой. Высоковато и не точно. Да. Быстрая, молниеносная атака таджикистанской сборной могла сейчас принести успех. Но опять такой неспешный розыгрыш, но с хорошей быстрой передачей мяча у иранской сборной. Да? Хороший пас. Ну, там принять мяч одним касанием, направив его себе на ход, не удалось Никрузу Салимзаде. И поэтому потеря. И вновь Иран с мячом.
точно. 4 минуты, 11 секунд до перерыва. Счет 1-0. Иран впереди по фолам. У Ирана 3 фола, у Таджикистана 1 фол. По волейбольным сейчас действовал голкипер Ирана. А сейчас они в атаке. Удар мощный, но не точный. Насколько мощный, настолько и не точный. И не торопится вратарь и капитан сборной Таджикистана идти к мячу. Надо, конечно, дать возможность. Хороший пас какой! Хороший такой, отличный пас по диагонали через всю площадку. Да, здесь хорошо набегал игрок сборной Ирана, 9-й номер Мухаммад Хусейн Базьяр. И должен был замыкать эту передачу. Это раз за разом, да, розыгрыш у таджикистанской сборной не получается. И Иран этим пользуется. Заставляют они ошибиться соперника, потерять мяч. Ну а сами начинают вновь разыгрывать. То налево, то направо. Хорошо видят друг друга игроки Ирана. Да, спиной чувствуют, кто где находится. Вот в этой атаке было видно, что не глядя отдавал передачу туда, где должен был быть партнер. Три минуты до перерыва. Ну что, удастся сборной Таджикистана сравнять счет до перерыва? Почему бы и нет? Вот 10-й номер вышел. Все мы помним, как совсем недавно у него был, наверное, самый лучший момент за тайм для того, чтобы забить. Вот в атаке. Нет, далековато. Сделал себе пас, далековато. Вратарь. Ну какой же молодец вратарь, а? У Таджикистана. Ну, просто героически бросается под мяч и в ноги. Тяжелая там была ситуация для него. И только сейчас он просит судей дать ему время немножко отдышаться. А нет, все-таки все в порядке. Он отошел для того, чтобы обеспечить ширину. Показалось, что требуется ему помощь. Нет, все в порядке, молодец. Меньше 2 минут до перерыва. Иран в атаке вновь и вновь. Накатываются волны атак сборной Ирана. Но вот так терять нельзя, конечно, перед воротами своими. Падает. Нет, можно играть. Можно играть. И даже сейчас можно играть. Мяч еще не ушел. Какая борьба. Да, интересно, что судьи дают поиграть. Дают поиграть, да. Удар! Голкипер! Но сегодня это просто герой на самом деле. Дорогие друзья, Муратджон Муродов, герой первого тайма.
Если бы не он, счет уже мог быть давно крупным. Очень сложно удар отразил. Ну просто сумасшедший сейф он сейчас сделал. Просто сумасшедший. Во многом благодаря его игре счет на табло всего 1-0. Было касание. Да, судьи это видели. Вновь угловой, на этот раз справа. Да, здесь было нарушение и достаточно грубое. Да, и судья устно предупреждает обоих футболистов о том, что действовать нужно в рамках правил. Да, это 4-й фол у сборной Ирана. Но до конца уже меньше минуты, поэтому вряд ли они наберут больше 5. Ну и заканчивается уже первый тайм. Пора, наверное, подвести его итоги. Да, сборная Ирана сильнее. Да, сборная Ирана больше держит мяч, больше атакует, больше комбинирует. Очень легко ей удаются комбинации, розыгрыши, перемещения игроков. Мяч достаточно легко пасуется и очень на хорошей скорости, да, между игроками. Но забит всего лишь один мяч. Сборная Таджикистана, ну, в первую очередь, голкипер. Отличная, фантастическая игра голкипера сегодня обеспечивает команде вот такой, ну, вроде, скажем так, комфортный счет. Проигрывает команда, но все же не крупно. А в атаке не так уж много возможностей. Они есть у таджикистанской сборной. И важно, наверное, в перерыве сейчас поговорить о том, что нужно реализовать. Да? Хотя бы одну, хотя бы две атаки надо с очень высокой эффективностью провести, забить как можно больше мячей из не так много складывающихся моментов. Звучит свисток, дорогие друзья. 1-0, сборная Ирана впереди. Несколько минут у нас для того, чтобы вы заварили себе чашечку кофе. И затем мы вновь продолжим. Ну что ж, дорогие друзья, второй тайм матча сборных Таджикистана и Ирана после первой половины встречи. Счет 1-0. Впереди сборная Ирана. Матч проходит в рамках чемпионата стран Центральной Азии. В турнире принимают участие игроки не старше 19 лет. И это второй игровой день, первый матч второго игрового дня. Интересно, что же произошло в раздевалках, о чем говорили тренеры со своими подопечными.
Наверняка сборная Ирана постарается реализовать свое преимущество в еще большей степени, а Таджикистану надо просто быть эффективнее. Ну и давайте посмотрим, дорогие друзья, как будут складываться события во втором тайме. Сборная Ирана вновь начинает розыгрыш своей атаки. Очень часто команда использует расстановку 3-1, которая переходит в 4-0. Да, это с ярко выраженным столбом в начале, при начальной стадии розыгрыша, зачем игрок верхний спускается вниз, и тем самым игроки перестраиваются сходу, по ходу розыгрыша в расстановочку 4-0. Нарушения не было? Нет, есть все-таки нарушение. Судья останавливает игру. И сборная Таджикистана. Посмотрим, какие сделала выводы в первую очередь для того, чтобы более успешно выходить из обороны в атаку. Вновь прессинг мы видим с вами от сборной Ирана. Достаточно высокий. Не хотят, не позволяют они таким образом сопернику делать более нацеленные передачи вперед. И мы видим, что в первой же атаке вновь Таджикистан не мог, в первом же розыгрыше не смог выйти из обороны в атаку. Нарушение правил здесь было. Да. Да, это первый фол Ирана во втором тайме. 4 фола ребята набрали в первой половине матча. А сейчас на первых же минутах уже заработали 1. От кого ушел мяч? От сборной Таджикистана. Ну, горячится совсем немного. Горячится совсем немного игрок сборной Таджикистана. Все-таки судья находился рядом. Ему, как говорится, виднее. Это второй фол был, оказывается, у сборной Ирана. Таким образом, на первых же минутах 2 фола у красных. И достаточно рискованно все-таки разыгрывает сборная Таджикистана мяч вблизи собственных ворот. 11 номер Саид Исраил Саидов делал передачу, пытался вывести своих партнеров в атаку. Ну и сборная Таджикистана в обороне играет позиционно, старается не бегать, не перемещаться вслед за своими оппонентами, пытаются играть в зонную такую оборону. Не удается достичь какого-то либо результата в этой атаке сборной Таджикистана, и теперь ей надо защищаться. Очень много атакует правым флангом сборная Ирана. Очень часто отсюда наносится. О, хороший какой был обыгрыш сейчас, да, между ног прокинул 11 номер Саид Исраил Саидов игроку сборной Ирана. Пришлось тому нарушать правила. И это третий фол, дорогие друзья. Третий фол на исходе 3-й минуты второго тайма. Очень интересно, как собирается Иран не нарушать правила оставшиеся 17 минут. Очень интересно. И это шанс, конечно, для сборной Таджикистана. Умеет ли эта команда играть на фолы? Как мне кажется, чуть более агрессивнее стала действовать в атаке сборная Таджикистана. Пытается команда пройти соперника. Ой! Нет, это, конечно, не гол, не гол. Мяч в воротах, но не гол. Не коснулся никого мяч. Но чисто психологически это может иметь неплохой эффект для сборной Таджикистана. Мяч побывал уже в воротах соперника. Далековато, далековато, да. И сразу назад. Белые выстраиваются в оборону. Высоко не встречают соперника. Ну, практически вот 3-4 паса сборная Ирана все-таки преодолевает вот первый эшелон обороны.
Да, надо быстрее расставаться с мячом. Очень долго держался мяч. И ушел от кого? От белых ушел. От белых. Подхватывает мяч. И развернуться не получилось. Толчок? Нет. Вскочила скамейка сборной Таджикистана, но судьи непреклонны. Нарушения здесь не было. Да, понятное дело, что Таджикистан будет играть на фолы сейчас. Поэтому и вскакивает скамейка. А вот ошибаться нельзя. Ну! Нет, и удара не последовало. Похожий розыгрыш, да? Вот предыдущая атака также начиналась у сборной Таджикистана. Иранский голкипер по волейбольному выбивает мяч. А нельзя долго держать мяч. И уж все, уже всех прихватили соперники. Отдавать было некому. Но недостаточно быстро открываются, перемещаются игроки сборной Таджикистана при развитии своей атаки. Поэтому удержать мяч, разыграть его должным образом не получается. Но может быть сейчас что-то получится. Хорошая передача была от голкипера. Не попал сейчас по мячу Никрус Салимзада. В то время как его оппонент действовал достаточно пассивно. Неплохо. Направо? Нет. Решили до верного разыграть. Ошибка! Может дорого обойтись! И упал там, бил по ногам уже, да. 8-й номер. Никрус Салимзада уже откровенно фалил. Но возможность, конечно, хорошая теперь у иранской сборной для того, чтобы увеличить отрыв. Да, мы видим, что сзади подкатился 8-й номер, бил по ногам уже откровенно. Удивительно, что не получил желтую карточку. По свистку, говорит судья, отводит стенку на 5 метров. Свисток. Разбег. Удар. Голкипер. И еще раз голкипер. Ну, молодец какой. Молодец. Отработал. Отработал Мураджон Муродов. Ну, значит, все в порядке с ним. В первом тайме фантастически он действовал, конечно. Ой, какой гол! В свои ворота забивает 14-й номер. Умет Назри Зода. Срезался мяч. Ну, вот так вот. Второй гол забивает сборная Ирана. 2-0. Чужие не могут, но свои обязательно помогут. Конечно же, это шутка. Но очень жалко, да, что таджикистанская сборная все-таки пропускает мяч. Но надо отметить, что
сборная Ирана все-таки наиграла, да, на гол и в первом тайме, и во втором. Очень крепко она прихватила своего соперника. Почти что дожимала его в каждой атаке. Но гол случился именно вот так вот от срезки от собственного защитника. Сборная Ирана. Соран Балканех. Падает! Удар! Нет, надо там вставать. Да, там нарушения не было. И голкипер, молодец, выбивает в сторону, давая возможность выйти медикам на помощь игроку сборной Таджикистана. Падая, он бил поворотом и после этого столкнулся с игроком команды соперника. Одиннадцатый номер сборной Таджикистана Саид Исраил Саидов, прихрамывая, покидает площадку в сопровождении медика. Но вместо него вышел 9-й номер Мухаммадзада. Да, и возвращается мяч. Да, видимо, свисток в предыдущем эпизоде раздался раньше, чем голкипер выбил мяч за площадку. И поэтому свободный был разыгран таким образом вблизи ворот иранской сборной. А у нас здесь угловой сейчас меньше 13 минут до конца матча. 2-0. Сборная Ирана впереди. Интересный розыгрыш. Неожиданно такой. Да, за счет индивидуальных действий сейчас сборная Таджикистана пытается разыграть мяч, перейти на половину поля соперника. Да, это еще один фол. Да. Атаковал вратаря. Сейчас игрок сборной Ирана. Почем зря. Как по мне, 9-й номер Мухаммед Хусейн Базьяр все-таки излишне агрессивно атаковал голкипера. И это 4-й фол, дорогие друзья. 4-й фол. За 12 минут 20 секунд до конца 4 фола нам набирает сборная Ирана. Давать-то некому. Ну как же все-таки сборная Ирана, да, грамотно действует в отборе. Грамотно прессингует соперника, не давая возможности тому разыграть мяч. И мяч хорошо держится в ногах. Удар! Голкипер. Голкипер забирает мяч. И сборная Таджикистана идет вперед. Ну, надо что-то придумать в атаке. Не дотягивается десяточка до мяча. Бекмурод Хаитов.
Забрали мяч. Ну, и теперь надо распорядиться им хорошо. Быстро атака не удалась. Приходится вести позиционную борьбу. Но неравнодушный, да, к тому, как складывается как складывается игра. Футболисты сборной Таджикистана. Да, не получается, но не бросают они. Стараются что-то придумать. Где-то подбодрить друг друга. Запутывают соперника игроки сборной Ирана. Ну вот сейчас может что-то получится. Пяточкой пас. Остроумно. Не глядя. Делал 10-й номер Бекмурод Хаитов. Ну вот только на это нужно надеяться. Сборная Таджикистана, да, придумывает что-то оригинальное, непредсказуемое для соперников. И тогда, возможно, удастся что-то получить. В соперника приходится удар. Еще один удар будет. Но все ближе и ближе к воротам соперника. Удар! Плечом голкипер отражает. И через штангу мяч уходит дальше в поле. Да, и приходится вот так даже отдавать мяч сопернику. 9:44 на табло. Время, оставшееся до конца матча. 2-0. Сборная Ирана впереди. Неплохой пас. Чуть-чуть недопоняли друг друга в этой атаке игроки сборной Таджикистана. Обратный пас был неожиданным. Потеря. Сразу вперед. Ну вот посмотрите, Иран сразу не торопится идти в атаку. Не торопится. Неспешно разыгрывается мяч игроками. До верного, да, до тех пор, пока не окажется один свободный игрок непосредственно вблизи ворот соперника. Вот сейчас может это получиться. Разворот. Падает игрок. Нет, судейский свисток молчит. Можно играть дальше. А там голкипер. Голкипер выйдет, конечно. Аут. Сопроводил мяч голкипер иранской сборной Амир Хусейн Сабауи.
Хорошо разыграли мяч. Удар. Голкипер. Все видел голкипер, в принципе, да. Для него не был сложным этот удар, но все же. Шестой номер поднимает руку. Арта Резаи делает пас своему партнеру. Дальше. Хороший перевод налево. Очень много перемещается. И вот, что я говорил, да. Игрок оказался один перед вратарем. Буквально один. Не успевает в обороне игроки таджикистанской сборной. Перехват. Несложный удар для голкипера. 4 показывает игрок сборной Ирана. Что ж такое 4? Четвертая комбинация или 4-0? Расстановка. Хорошо. Удар. Ближний верхний угол. Метился сейчас 13 номер. Амир Хамзех Сидих Задех. О, какой прострел получился сейчас, а? И тайм-аут. Неужели так рано? Да нет, дорогие друзья, 6:26 табло. Время, оставшееся до конца матча. Сборная Таджикистана берет тайм-аут. Ну что ж, будет полевой. Пятый полевой будет или нет? Нет, я не вижу, что кто-то переодевался в пятого полевого. Все-таки не так много возможностей в атаке. Еще убирать вратаря для того, чтобы иметь преимущество в поле. Я думаю, что, наверное, вряд ли решится сборная Таджикистана на это. Постарается, наверное, играть больше на фолы. Все-таки давно уже 4 фола набрала сборная Ирана. И в атаке идти в обыгрыш, наверное, вот как раз-таки эта идея в первую очередь для того, чтобы нарваться на фолы. Пусть даже не удастся пробить поворотом, да, но игроки Ирана, возможно, вынуждены будут фолить. Да, так и есть. Вратарь на месте. 2 в 2. Расстановочка. 2 снизу, 2 сверху игрока сборной Таджикистана. Головой. Мяч не покидает. Можно играть. Ой, какая ошибка! Под левую ногу себе подрабатывал 7-й номер Али Джазари. Но ударить ему помешали. Но все-таки, да, очень хорошо перемещаются игроки сборной Ирана. А время на табло неумолимо близится к завершению матча. Ошибка! И что ж так неспешно играл 9-й номер, а? Я так и не понял. Честно говоря, Мухаммад-Зада, что хотел сейчас сделать? Было же понятно, что соперник бросится в отбор.
И что на спине есть еще один игрок. Нарушение. Второй фол у таджикистанской сборной. Какой пас хороший, а? По диагонали. Не успел совсем немного Али Джазари к этому мячу. От кого? От белых. Сборная Ирана будет вводить мяч в игру. Неплохо! Удар! Выше ворот. Хорошо разыграли иранцы, хорошо. Выжили максимум из того, что могли, но удар получился неточным. Никром Салимзада. Обратный пас назад, уже и налево. А вот дальше пройти тяжело. Ну что ж, на фол надо играть, на фол. Потеря мяча. И сборная Ирана вновь будет плести кружева своей атаки. Остается мяч у них. Нет, потеря. Разворот. Потеря мяча. И придержали. Да, это пятый фол. Пятый фол. Еще и желтая. 10-й номер получает желтую карточку сборной Ирана. Эрфан Мухаммад Паур. Да, не прав он был в этом эпизоде. Немножко задержался с развитием атаки своей. Упустили мяч иранцы. И затем пришлось уже нарушать. Это пятый фол. Все, больше фолить нельзя. А на табло осталось 3 минуты и 3 секунды. Ну что ж, надо забивать сейчас, чтобы потом было легче. Разбег. Удар. Мимо. Ну, как-то разыгрывают однообразно. Игроки сборной Таджикистана все стандарты уже выучили. Игроки, стоящие в стенке, сразу же при касании мяча бегут вперед. И сейчас помешали они нанести удар. Вот сейчас что-нибудь придумать бы, да, им? Что-нибудь неожиданное. Таджикистан в атаке. Неточная передача и контратака Ирана. Может быть, нет, потеря. Ну и 3 в 2 надо выходить. Почему не идут вперед? Это же был шанс. Не пошли они вперед. Ну, конечно, в первую очередь думая об обороне. Но при счете 0-2 думать об обороне, я не знаю. Да, пас назад нельзя было давать. И это свободный. Самый реальный шанс забить за 2 минуты и 9 секунд до конца матча.
Надо забивать сейчас таджикистанской сборной, чтобы в оставшееся время забить еще один. Ну а сборная Ирана доигралась. Мне кажется, не использовала свои моменты, а сейчас рискует и вовсе пропустить. Ну что, посмотрим, сколько. Куда? В ближний угол, в дальний. Куда будет бить 6-й номер? Джавидон Хусвахатов. Удар! Гол! Гол! Забивают игроки сборной Таджикистана. 1-2 счет. 11-й номер сборной Таджикистана Саид Исраил Саидов сокращает отставание. Ну вот и пожалуйста. То, что надо было сейчас таджикистанской сборной. А ведь могут и спасти матч. Ну что, сборная Ирана? Ну вот посмотрим, давайте за повтором. Под штангу. В притирку со штангой пробил. Точно, как в бильярде прям положил шар. Ну и сборная Ирана, конечно, попытается сейчас в оставшееся время организовать гол в ворота соперника, который должен снять вопрос о победителе в этом матче. Ну а Таджикистан сейчас на кураже. Должны ребята что-нибудь придумать. Ровно 2 минуты и 7 секунд на табло. Столько осталось до конца матча. Поагрессивнее надо белым действовать, поагрессивнее в отборе. Время-то идет, надо рисковать. Ой, какая ошибка! Нет, удар не получается. Минута 40. Минута 40. Высоко будут прессинговать иранцы, показывают друг другу они. Неплохо. Надо теперь закрепиться на чужой половине. Нет потери мяча. И аут. Пять фолов у сборной Ирана. Любое нарушение может оказаться фатальным. Ой, какой пас хороший! Штанга! Штанга! Не попадает игрок сборной Ирана под 3-м номером в ворота. Амир Мурати Галин Хаех. Да, самая яркая возможность была сейчас у сборной Ирана снять вопрос о победителе в матче. Ну вот то, что нужно было делать с самого начала матча. Нарушать только нельзя. Нельзя нарушать, нет. И желтую получает 8-й. Желтую, да. Но это от нервов. Это от эмоций, дорогие друзья. Никрус Салимзада получает желтую карточку от того, что не получилось у него в предыдущем эпизоде, именно в своей атаке. Он не смог обыграть соперника. Надо забирать мяч. 50 секунд осталось. 50 секунд. Есть перехват. И тут же потеря. И тут же потеря. 38 секунд. 36. 36,8. Но бывает, дорогие друзья, что и забивается на последних секундах мячи. Все может быть и в этом матче. Ну вот. Аут будет сейчас вблизи ворот сборной Ирана. 5 метров. Просит 6-й номер.
Штанга! Перехват! И голкипер отчаянно пытался спасти для своей команды этот мяч. «25 секунд с половины остается до конца матча. Ну что же, дорогие друзья, у Ирана наверняка последняя атака. А потом атака таджиков, и все. Надо только подхватить мяч. Нет, мяч опускается за линию. 14 секунд. Хватит ли времени таджикистанской сборной провести хотя бы одну атаку с ударом? Хотя бы. Держать будет мяч, конечно. До последнего будет держать мяч. Нарушение. 7,8. Кто нарушал? Нарушал иранец. Ну. Подача на голкипера. Там нет никого. 0,6 до конца. Ну что ж, дорогие друзья, матч заканчивается. Сейчас прозвучит сирена. Да, со счетом 2-1 в этом непростом матче побеждает сборная Ирана и набирает 6 очков из 6 возможных после 2 матчей. Ну а сборная Таджикистана сегодня сражалась очень и очень достойно. В первую очередь хотел бы отметить я голкипера сборной Таджикистана Мураджона Муродова, благодаря которому счет на табло вот такой 1-2. Не так много забили иранцы, как, возможно, многие могли подумать. Но команда в целом, сборная Таджикистана, очень успешно оборонялась. Очень мало что получалось в атаке, но 1 гол свой команда забила. Конечно, можно будет с интересом ожидать следующие матчи и сборной Ирана, и сборной Таджикистана. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Буквально через некоторое время, ровно в 19:00, состоится другой матч. Сборная Кыргызстана против сборной Афганистана. Вы уже знаете, где смотреть, поэтому я с вами прощаюсь и приглашаю вас на следующий матч. С вами был комментатор Азамат Асылбашев.